Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет, дорогие подписчики и телезрители. Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Вот на моем фоне Владислав Дмитриевич. Мы сегодня приехали на рыбалку. У нас подледная рыбалка. Будет в основном ловиться окунь, щука. Если повезет, сига поймаем. Может, один-две есть ленка. Ну, ези еще должны клевать, да. Сорога. В общем, вот, будем рыбачить на удочке. Только приехали, заготовили дров. Вот. Владислав Дмитриевич отапливает печку дровами, поэтому ему дров напилили и для печки, для нашей напилили дрова. Для палатки, да. Вот, посмотрите, вот устроились вот так вот. Буквально вот минут за 30 печку раскочегарили. Ага. И хорошо разгорится, говорит. Вот, поставил кровать. Удобно сидеть. Удобно сидеть. Сиптерма. Как стол даже использовать будем. Теперь на ящиках не надо сидеть. Сейчас будем буриться. Итак, дорогие друзья, представляю вашему вниманию новый ледобур фирмы Тонар. Это Тонар 180, диаметр бурения 18 сантиметров. В прошлый раз мы проводили испытания с ребятами этого ледобура. В общем, ребятам он понравился. Мне тоже. Владислав Дмитриевич говорит, хороший ледобур. Говорил Яныч, тоже говорит хороший, но у него сил маловато для большого ледобура. Он себе хочет маленький купить. Вот. Сейчас я быстренько вкратце вам расскажу про технические характеристики его. Длина его в сложенном состоянии 950 миллиметров, ну 95 сантиметров, да. Глубина бурения 1,5 метра. Рабочая длина 2 метра. Это с вытянутой штангой, удлинителем, то есть телескопическим. У этого ледобура увеличенный шаг витков шнека от классического по сравнению с классическим на 10%, что увеличивает, обеспечивает быстрое освобождение льда от лунки. Так, что еще? В общем, так, ручки у них, в общем, смещены относительно оси ледобура на 105 и нижняя на 165 миллиметров. Такое расположение рукояток позволяет вращать ледобур одновременно двумя руками. Вот. Что еще могу от себя сказать быстренько по этому поводу? Ну, в общем, когда я бурил этим ледобуром, да, мне показалось, что он сначала, что он просто очень как-то медленно вращает, да, но потом, когда я приспособился, я понял, что он, в общем, очень легко идет, то есть не зарывается, так сказать, в лед, да, а именно вот аккуратно, плавно срезает, да, и не нужно прямо там быть таким Гераклом, качком, да, чтобы сильным, чтобы это. Ну, в общем, нормальный такой этот ледобур, вердикт наш. Поэтому сегодня его взял. И чем больше диаметр, тем меньше сужается лунка, тем больше рыбу можно вытащить крупнее. В наших морозах быстро лунка. Да, особенно сужается. На 150 уже быстро сужается. Так, вот бурить будем по 2 лунки каждому. Так, вчера дома изготовил тесто. Вот такое вот. Будем сегодня его проверять, но муки оказалось чуть-чуть маловато.
Ну, думаю, ничего. Как-нибудь сейчас подсохнет, пока будет стоять. Будем его испытывать сегодня. Специальный рецепт. Секретный рецепт теста. Сегодня мы планируем рыбачить допоздна. Будем ждать вечерний клев. Да, Владислав Дмитриевич? В прошлый раз нам понравилось ловить язиков. Сегодня решили повторить эту процедуру. Для этого мы подготовились маленько. Взяли вот такую кукурузу. Температура воздуха сегодня с утра было 38 градусов. Днем ожидается потепление до 36,5. Кстати, дорогие друзья, в прошлый раз ко мне приезжал Илдархан. Спасибо за ваши хорошие комментарии. Некоторые из вас написали, что я как бы на фоне всех как бы кажусь немножко крупноватым. Ну, в принципе, так и есть. Я не маленького роста, где-то 1,80 м. И даже один мой знакомый блогер удивился, Олесь Петрович. Я с ним встречался в городе Якутске, когда ездил. Кстати, он также блогер из Якутии. У него есть свой канал, так и называется, Олесь Петрович. Можете зайти посмотреть, ссылка будет в описании под этим видео. И еще один появился рыбак. Это рыбалка Вилюй Якутия канал. Тоже можете посмотреть. Недавно он неплохо отловился по налиму. У него там масса роликов. Также прошу обратить внимание, что у меня открылся новый телеграм-канал. Еще Китайзор на ютубе. И канал Дети Севера. Всем приятного просмотра. Так, а я сейчас тесто насаживаю. Владислав Дмитриевич говорит, что-то там у него уже дернуло. Поэтому... Если маленькие рыбки, это значит наша клиентура. О, поклепка. Явно мамышка вот та. Да. Как ты угадал? Чем десем баба подальше. Бача чё кукуруза не да буде. Надо себе. Как такую вкусную кукурузу не едят? Не можем понять. Сейчас сами сюси, раз они не хотят. Ничего, бакамны ликтер. Ай, калихтер. Bilinçim buradan. Күнде тағысты, қамдықта, ачық қырығы. А сколько баччаларга хабар даватты күн үстәне? Хабар күндік ете. Тур дейін бар демейі. А то те, кинер делали те. О, Владислав Дмитриевич,
С почином кажется. Есть. О, с почином тогда. Вот, Ну, кукуруза. вот, вообще отличился. Отличился. Сегодня ты отличился. Как взял? Взяла, да? Взяла, да? Да. Совсем вялый, значит. Болеют, что? Давление. Onlarda kutu balığı getirdi. Там давления не было, наверное. Onlara Allah'ın o tarazı kalındır. Просто не такая, да, не знаю. İran kullanını. Ana karakta hınırık bu tutçuğunu. Biz glaskop. Пошла покулёвка рыба. Рыба пошла. Да ты чё? Как так-то, а? Ты смотри-ка. А у нас почему не клевает? Рыба пошла. Только тут рано дить. Блесна. Кораблись надо. Я блесна, да. Это. Благодарю. Есть. На глаз иди, на чё? Сик, не? На кукурузу сик. Вот это да. Вот это да. На кукурузу, да? Ага. Вот это да. Ну вот теперь с почином. По-настоящему. Спасибо. Да, слушай, надо его это взвесить будет. По-любому такие экземпляры надо взвешивать. Надо показать. Надо показать его. Хамнатырха надо ведь ее. Линда. Ну, Весим. Покажем. Все сделаем. Нет. Считаю, это хорошо будет. ну что, давайте взвесим улов Владислава Дмитриевича трофейного этого сишка. Сик есть. Сик пужиян. Ну такой еще, по-моему, нынче не ловился, да, здесь? Или ловил? Такого. По осени ловил, нет? Всем стало интересно, давайте весим. Вот. Кило 170. Ух, Вот такой сижок попался. Владиславу Дмитриевичу неплохой. Кило 170. так. Они видимо на концерта.
Так ты убегни. Есть, идет, сик. О, Здоровый окунь. здоровый окунь, а. Даже не за этот засекся, а за губу. Вот за нижнюю попался. Не за рот, а за губу. Вот любопытный подошел, стоял. Ему любопытно было. И попался. Ну, тоже неплохой. Да. Есть поклепка. Кто-то большой идет. Щукарь. Стой. Взял на мормышку на мою, позарился. Вот такую самодельную мормышку я изготовил. И вот он ее схватил. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот мормышка самодельная. И вот такой щукарь попался. Щуренок. Большой. Ну что, вполне себе нормально. Вот. Небольшой. Тоже туда его заморозим. Угу. Как будто кто-то хочет клевать. Значит, надо кушать начинать. Если долго не клюет, как начинаешь кушать, клев начинается. Закон есть такой. Называется подлость. Есть. Ох, сошел, а. Как я так затормозил-то? За блесну взял. Крупный был. Кто это? А? Кто такой? Крупный. А удочка? Багурка надо. О, бара тут дан. Бара. Каптрану. Давай. О, удочка надо быть тебе. Ох, куда-то. Чуть бы не случилось. Чуть удочка не была, Владислава Дмитриевича. Вот это номер. Никто даже не успел среагировать толком-то.
Оглушай сразу его. За это, за проказ. Моментальное наказание, да? Да. Чуть в историю не вошел опять. Тоже. Как рыбак, упустивший удочку. Чуть прикол не получился. Да. Небольшой, а какой оказался противный-то. Да, крупный-то он все сразу с концами. Ага. Есть такое дело. И смотри-ка, что это активизировалась рыба, что ли? Владислав Дмитриевич что-то там тоже кричит. Видать, кого-то поймал. Так, снегоход прогрелся. Пойду заглушу. А вы смотрите за удочками. Солнце все выше с каждым днем. Вот поселок стоит. Вышел проверить снегоход, температуру, все дела. Так, что у нас там показывает? 43 градуса. Смотрите, холодно. Ага, щука. А, не, сошла. Фу. Крупная щука, осторожно. Я помню. Чему вырвало-то? Слишком крупная. Жестко дернула, ага. Фу. Аж в почках заколола. Ну, думал, все, капец. Это, блин, Бартман, ком ее девять. Ну, хам сам был бы тогда. Да. Ну, корбетан-то. А, улдки вот эти. Туда ушла он. Думал, сейчас все соберу, думал. Ага. Взял. Это окунь, оказывается, был. Окунь где-то. Но это другой. Тот был другой. Ну, за подбородок взял. Видно, что полюбопытничал. Чуть подошел. Ну, мы и окунем не брезгаем. О, Владислав Дмитриевич поймал. Молодец. Ну вот это, видать, он баламутит воду тут всю. Да я тебе помог. Вторую руку надо строить тебе. О, ну-ка, открывай-ка.
так рыба активизировалась. Так, ну что, наступил клев сороги. Я вот тут пока перестановочку делал, пока освещение переставил, пока этот переставил, камеру. То в прошлый раз там кто-то жаловался, что, мол, дескать, ему поклевки не видно. Ну вот этот вот будет видно. А этот, так как белый тут набалдажник, в связи с этим его не будет видно. Этот килок. Здесь красный вот набалдажник. Его будет видно. Так, сейчас я покажу вам, что я поймал. Вот это. Заценили, сказали, уже большой. Владислав Дмитриевич говорит, очень большой, говорит. Есть поклевка, вытаскивай. Зря не взял. Нет. Опоздал. Владислав Дмитриевич опоздал, но мы, надеюсь, не должны опоздать, если у нас поклевает. Есть, поклевка, есть. Красиво есть, красиво есть, красиво вытащил. Есть, подошел. Красивого езя, красиво вытащил. Вот такой вот ясь попался. Красавчик. Счет открыл я первым. Хорошо. Рыбалка началась. Сорвался бы, если бы не багорик. Вовремя я его успел так подцепить, подбагрить. Гибе понакая. Рёк это варбол. Ёпта, блин. Хоть как у сладкий, но все равно есть. Ой, ёпта. Есть. Ага. Главное есть. Конечно. Я говорю, самоделка на нубок. Есть езёк. Есть езёк. Хороший езёк. Хороший езёк. Оп. Стоять. Стоять бояться. За верхнюю взял. Но чуть повыше плавает, оказывается. Чуть-чуть повыше от дна. Чуть-чуть хотел показать на камеру. Чуть-чуть сальто не сделал, да. Вот. Отпустил бы, поймал, отпустил бы. Хорошая рыба. Да, отлично. Вот, получается, вот от дна вот сантиметров, наверное,
40 вот. Взял вот на верхнюю. Ловянил бы ты. Да, на самую верхнюю взял вот. Вот такой вот какой-то жучок. На мушку. Для кого я помню? Карман мешкана, там остался. Здесь Владиславу Дмитриевичу подошла. Не тягать, Сорожка. сорожка, воровка. Ну вот. Ну вот она ко мне подходила сначала. Что-то не смог я ее взять, потом к тебе, видать, подошла. Угу. Есть. Язик, по-моему. Ох, сошел, а? Ну, конечно, сойдет. Тут крючочек-то вон такой. Так себе. Кто открывает? Улахан нельзя. Да, вон. Ой, ёпта. Рано заразу взял. Сейчас ко мне придет, значит. Тут-то мы его и возьмем. Поймали. Тут-то мы его и возьмем. Блин, крупный, слушай. Большой ящик идет. Большой ящик. Я там постою. Сколько-то видимо тем более. Хороший ящик. Удочка. Старый был, что не клюет. Старый был, не клюет. По язям у нас сегодня пока первым иду. Ну, да. Коротко не доберем. Но по остальным пунктам всем отстаю. Во всем. Ничего доберем. Кинь тагадым. Ну, Владислав Дмитриевич зато сегодня вытащил хорошего сига. Никакой ящер рядом не валялся, говорит. Как круто клювать, как круто клювать. Хороший, однако. Той бомба кир. Кирой бомба. Вот так, вот так, вот так. Дай-ка баголик. Баголик. А там барок странно. У меня хороший тоже. Слушай, надо его взвесить, наверное. Отдай. Давай его это тоже оглушитель. Лучше. Де. Так, ну там Владислав Дмитриевич вообще поймал. Блин. Я вообще поражаюсь, как он таких ловит. Так, сейчас будем опять взвешивать. Еще одну. Рекордсмена сегодняшнего дня. Как сик, наверное.
Кило 610. Ничего себе. Вот такой вот Ой, ясь ёлка. Владислав Дмитриевич поймал. На кило 610. Можете себе представить? Обалдеть. Вот мое лицо по сравнению с ним. И вот он клевал-то вот чуть-чуть так, кое-как заметно. Еле-еле вот тут мурыжил, потом туда пошел, там попался, допрыгался. Мог бы здесь вот сразу попасться и все. Не мучился бы. Да. И не мучился бы. Вот сорожка клюет. Вот эта сорожка, по-моему, идет. Есть. Подъязок. Небольшой подъязок. Я курить надо здесь. Такой вот небольшой. Кило 600, да? Ну, кило 610. Здесь больше сега, ёб твою мать. Опять французский учишь? На полкилограмма будет. Шоқтанның да. Аж табақта, наверное. Владислав Дмитриевич в шоке, говорит. От такого язи аж закурил. Нервы, чтобы успокоить маленько. А то трясет. Аж руки затрясло. Есть. Тащи, подсекай. Чуть-чуть опоздал. Здоровый однако. Иди сюда. Давай богу бапату, хочешь? Бак. Кир. Кидай. Кидай. О, барахална, телевадайте. Вот это да. Ёпа мать, здоровый взять здоровый. Ну не знаю, пока мы его не видели, ничего сказать не можем. Ох, бандали. Так что панагали? Нага күйгіләйт, мұндықайдақты. А то, блин, мускейницы же. Скажи, ты ешь? Тұға ба, білеуін, аны біле чүк-чүк кырдық күйте түйен. Он не полезет. Но сейчас 2 килограммовый ясь не полезет, если попадется. Ну что ж, пришла пора вытащить нашего помощника Dipper Pro Plus. Закидываем, подсоединяемся. Падай. 4,1. Да. Ну, да. Кто-то плавает. Марта. Ага. Вот пошли зеленые эти. Я мармышка вот так что. Нет, смотри. Отлично. Владислав Дмитриевич, давай, красавчик. Подсекли. Я в тебя верю. Ага. Сорожка, да? О, Подъездик. Подъездик. Езди, 2-килограммовые, куда делись? Кивать. Ай, блин, галу ханди. Это не я вот. Это не я вот. Эй,
Хотел Тюбрахугал. на джипста чуть поменьше вот такого поймать. Ну, попался вот такой. Пусть плывет. Итак, вот такая сегодня прошла рыбалка. Значит, я поймал где-то меньше 10. Владислав Дмитриевич поймал меньше. Алталы гордо. 2 щучки, 6 окуней. Üstüne bince on сука ведь. 3 язя и 2 сороги, говорит. Одна сорога. Эй, ты 2 сорога. сороги. Вот и того у него 10 штук. А я, по-моему, меньше поймал. Ну и это и не суть, не важно. Главное, что мы сегодня хорошо порыбачили, провели время. Опять мы кое-что узнали, для себя подчеркнули. Один есть. Да, Чего стоит? что... Грамм 600. Не, ну сик у тебя, конечно, вообще хороший. Ты еще сига не посчитал? Я кстати? еще чего врубаю. Возможно, мы на этой неделе еще где-нибудь порыбачим после рабочее время. У меня есть предложение одно. Попробовать одно место вечерком посидеть. Один вечерок возле дома. У меня есть предположение, что там будет клевать. Клев будет такой, что ты забудешь обо всем на свете. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Не забудьте про рекомендованные каналы. Ссылки будут в описании. Говорят, Дерек мутный.